Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Приветствую зрителей канала. Сегодняшнее наше выступление посвящено содержанию видео, которое было размещено в канун Нового года на одном из провокационных каналов. И предварительно для того, чтобы понимать, о чем идет речь, прежде чем приступить к его содержанию, предлагаю просмотреть это видео. Сегодняшний выпуск о сомнительном источнике с упоминанием Нахче в 1310 году. Во-первых, эту так называемую рукопись никто не может увидеть, так как никто его никогда не публиковал. И он странным образом пропал. Первый и единственный, кто сообщает о существовании такого документа, это грузинский историк Джанашвили в 1897 году, но в этом труде он не показывает самого документа. Грузинское летоисчисление. Систему летоисчисления Грузия позаимствовала у Римской империи, хотя и поменяла в ней кое-что. Суть системы в том, что отсчет дат ведется от сотворения мира. В грузинской традиции датой сотворения мира считается 5604 год до Рождества Христова. Большинство сохранившихся датировок сделаны после 1312 года, поэтому помнить стоит главным образом эту дату. В хрониках дата может выглядеть так. «И пришел Вахтанг в Тбилиси, и сел правителем Картли лета Христова 1703, грузинского 391». Или «И отбыл в Испаган лета Христова 1704, грузинского 392, татарского 1116, сентября 26». Здесь мы видим, что разница между грузинской датой и христианской – 1312 лет. Слова «хроникон» означают то же, что и грузинского летоисчисления. Еще пример из грамоты царя Александра I. «И в хроникон 101 я царем сел». И Грузия была опустошена и безутешна и разрушена неверным Тимуром. Грузию в хроникон 88 и вплоть до нашего воцарения. Здесь упоминаются 1413 и 1400 годы. В книге Джанашвили упоминается следующая дата. В хроникон 530, месяца мая 14 числа в год от сотворения мира 6914. Чеченские историки привлекают внимание только на вторую часть этой даты и игнорируют первую часть датировки. Это хроникон 530. Как мы видели в хроникон 88 и 101, упоминается нашествие Тимура. И это соответствует 1400 и 1413 годам. Таким образом, хроникон 530 никак не может быть 1310 год, а скорее 1842 год, что ближе к правде, так как термин «нахча», как уже было отмечено, впервые встречается именно в XIX веке. Извиняемся за нашу математику и сообщаем следующее. В грузинской традиции исчисление от сотворения мира идет от 5604 года до нашей эры, что несколько отличается от византийско-русской традиции, в которой эта дата определяется 5904 годом. Вместе с тем, для того, чтобы определить привычное нам летоисчисление 6914 год, нам необходимо это число, вернее из этого числа, вычесть те самые 5604, который соответствует началу сотворения мира или году сотворения мира по грузинской традиции. И мы получаем искомый 1310 год. Но, как заметили наши вундеркинды, чеченцы обращают внимание на вторую дату, игнорируя первую, то есть 530-й хроникон, который нехитростным образом определили 19 или каким-то там веком. В грузинском летоисчислении, в грузинском календаре хроникон или хроникон существуют циклы, которые называются индиктионами. Эти индиктионы равняются 532 годам. Каждые 532 года начинается новый цикл. Так вот, если считать с 5604 года, посчитать 12 циклов, то завершение 12 цикла, умножайте, относится к 780 году. Если вы добавите для определения года завершения 13 цикла 780 еще 532 года, вы получаете 1312. Это наша дата. Но поскольку автор, который записывал эту дату, жил на 2 года раньше завершения этого цикла, он записал дату 530-й хроникон. И поскольку он, как и любые другие современники, не нуждался в том, чтобы уточнять, о каком цикле речь идет, то есть 530-й хроникон 13-го индиктиона, чтобы не писать, этот человек просто ограничился датой 530-й хроникон. Это как если бы мы сегодня
в беседе друг с другом, рассуждая, допустим, о событиях 80-х годов. И обе стороны прекрасно понимают, что речь идет не о 2080-х, а о 1980-х годах. Или если бы мы сказали в 2010 году, всем было бы ясно, что речь идет не о 1910 году, а о 2010 году. Соответственно, и современник, то есть автор этой записи, Кирилл Данаури, не нуждался в том, чтобы писать, что это 530-й хроникон или кореникон 13-го индиктиона. Вот на этом все ваше громкое разоблачение и заканчивается. Также добавлю по поводу недавнего комментария еще одного магистра от блога, который цитирует тот же самый источник Кирилла Данаури при перечислении населенных областей Хундия или Хунзах, потом Нахче, народ Нахче, страна Нахче, и далее Тушете, заявил, что в оригинале, дескать, Нахче в форме Нахчта, и это абсолютно совсем другой термин, другая область, речь идет о совсем ином понятии. Так вот, прежде чем рассуждать о таких вопросах, работая с русскоязычными переводами, в которых действительно в одном из источников упоминается именно эта оригинальная форма грузиноязычная Нахчта, следовало познакомиться с грузиноязычным оригиналом. При перечислении в грузиноязычном оригинале Хунзия, которая предшествует стране Нахче, точно так же употреблена, написана в форме Хунста. Хунста Нахчта. Таким образом, это просто табоформат, который употребляется грузиноязычным автором для обозначения конкретной территории. Как если бы они употребляли те же самые ти окончания для обозначения двале-ти, дзурдзуке-ти и так далее. Это абсолютно распространенная в грузинских источниках частица, которая употребляется для обозначения какой-то территориальной области. Так что здесь тоже для философии места нет. Мало того, что наши вундеркинды после своих заявлений относительно 530-го Короникона игнорируют тот факт, что кроме Джанашвили, титулованного ученого, академика, на этот источник, на архивный источник ссылается Кикелидзе, ссылается Гинко, упоминает Гинко, Джавахишвили ссылается конкретно на этот источник, ну и так далее. Мало того, что все эти авторы работали с этими данными, грузины этнические и не только, которые прекрасно осведомлены о летоисчислениях, о датировках и прекрасно понимали, о каком Корониконе речь идет, о 530-м. Вы сначала с одной стороны ведете риторику прогрузинскую, а с другой стороны унижаете самых выдающихся людей этого народа. Так что у вас тут получаются технические противоречия. Продумайте этот нюанс. Собственно, на этом я завершаю сегодняшнее выступление. Много говорить по этому поводу необходимости нет. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.